Участник Великой Отечественной войны Усман Белхароев в мае 1941 года вступил в ряды Красной армии. Было ему тогда 23 года. Война застала 36-й полк, в котором служил ветеран в Костромской области. После был направлен в город Можга, Удмуртская область. В составе своего полка Усману Белхароеву пришлось участвовать в жестоких боях. Об этом знают его сыновья. Ветеран часто делился с ними военными историями. И госпиталь качается, я дать и часов, лорж эрё, Белхарой Усман Берсебекович, да, эрё, Белхарой Умар Берсебекович, что тебе будете? Это мой брат Янтон. Его вчера только выписали. А о, где, как, куда направление, мы ничего не знаем, его выписали. Встретиться с братом ему так и не довелось. Чуть позже Умара Белхароева признали без вести пропавшим. Поиски не прекращались вплоть до самой старости Усмана Белхароева. Однако все было напрасно. Усман продолжал служить. Во время боевых действий получил множество осколочных и пулевых ранений. После госпиталя по состоянию здоровья его хотели комиссовать, но ветеран отказался и вернулся на фронт. Свой боевой путь он продолжил на подступах к блокадному Ленинграду, зачищая дорогу жизни на Ладожском озере. Там же Усман был контужен. После долгого лечения его демобилизовали как инвалида второй группы. Израиль был на машине его споры отдельно знаки, машине эрхайвош. Та нормально хэж было, сега датка где хаптаси, да был я шинтя бел элихи. Аз гесту душа я сурайны выда гор вас рауксая. Машине вот эшки это хаса хапта хаса аши салтыжия. Затем Белхароева сослали в Казахстан, где находились в депортации его семья и близкие. В 1956 году, как и весь ингушский народ, он вернулся на родину. В мирное время ветеран работал в разных сферах народного хозяйства. А 9 мая ёрта сделать, хава веса осма 9 мая на ваша кельметге сидаур. Та ветеран войны барбо нахби, сейчас ахи, сейчас ваш все асадор дошло. Усман Белхароев успел жениться дважды. От второй супруги у ветерана 6 детей. Нет дня, чтобы Хава Белхароева не вспоминала своего мужа. Говорит, что Усман всегда был необычайно добрым и мужественным человеком, единственным примером для своих сыновей. О мужестве и стойкости ветерана говорят не только его близкие, но и боевые награды. Правда, все они были утеряны в Малгобеке. В честь ветерана Усмана Белхароева названа улица. Его знает и уважает каждый житель селения Сагапши. Усман был религиозным человеком, строго соблюдал все каноны ислама, говорят они. دقل شاشي سال بيد على شيء ديات يأخذ واقور ذكر ديش داشخنا ذكر ديشخنا ذكر دائما شيء نزم قاتش ذكر خذ هديش تونس كجاشرت خذ أمال ليست خضراء خذ خذ كيد أمال ليست خضراء تخذ اشتوار بادرياش ديك ديزل دامور ديك بوصل سجمر فيتران ويني ولش قاهيجا سجمر أم بغده تغن وديزلو تغن ونحط له تيادور بحمه دوق حمدر سار حمسد يزش شيكل قص قحيك يرتش فهذا شيء بينسي دواش
Все самые близкие Усмана Белхароева сегодня собрались у него дома, чтобы не только вспомнить о его героизме, но и прочитать дуа и мовлид в память о тех, кому не суждено было вернуться на родину. Из таких ратных и трудовых подвигов, из личного вклада каждого человека во все времена складывалась история нашей страны, история ее побед и достижений, несгибаемый дух и неистребимая воля ветерана Великой Отечественной войны Усмана Белхароева тоже стала частью ее становления. Малика Измайлова, Мухаммад Дарсигов, Магаз 24.